Всем привет, и друзья! Мы на улице снова, а вы вместе с нами в нашей деревне. У нас сегодня опять готовка в казане. И вот такие у нас сегодня составляющие нашего, так сказать, нашего блюда. Сегодня очень простое блюдо, но будет очень вкусное. Из составляющих: курица, взяли бедро, помидоры, сладкий перец, лук, там приправа для курицы взяли, масло, естественно, для казана, масло, соль. И самое главное, картошка со своего огорода. Белая, крахмалистая, вкусная, твердая. И как это, и что за блюдо мы из этого приготовим? И зелень еще, забыл про зелень. Зелень прямо с огорода будем по готовке. Еще немножко, вот чесночок тоже уже. Чеснок у нас убран уже. Свой чеснок тоже немножко в конце добавим. Какое блюдо получится, посидите вместе с нами готовьте. Я буду комментировать, как всегда мне будет в этом помогать Катюша. Это один из дней осенних уже, август, конец августа, сегодня уже через пару дней, скажем, сентябрь. И Катюша моя уезжает, и не упускаем такой возможности, готовим на улице вместе. Все, поехали, растапливаем наш многоуважаемый казан. Вот так. Поехали! Все, сейчас разогреется наш казан и добавим масло туда. Сейчас добавляем масло вот так по стенкам осторожненько. Давай, наливай. Нам сегодня масла достаточно нужно еще немножко. Потом, если что лишнее уберем. Вот, хватит пока. Сейчас наше масло нагреется, пускай. И мы будем сюда добавлять картошечку. Масло нагрелось. И добавляем картошку. Нарезанными так крупную. Большие картошки наполовину. Давай, наливай. Наша картошка уже в казане. И в масле обжариваем до румяной корочки. Вот так помешивая. Чтобы такая румяная корочка у нас образовалась. Уже вкусный аромат пошел. Но картошка еще не зарумянилась. Надо, чтобы зарумянилась. Хорошо. Хорошо летом в деревне, да? Казан, огород свой. Да еще при хорошей погоде вообще классно. Дымок с трубы идет с казана. Кстати, вот казан с трубой очень удобен, потому что дым идет через трубу. Есть тоже и минусы. Вот, например, около трубы сильнее нагревается, потому что там огонь. Неравномерно. С одной стороны. Помешиваем до состояния золотистой корочки. Картошку будем готовить. Постепенно наша картошка зарумянивается. Осторожненько мешаем, чтобы вот она уже какая приобретает золотистый, приятный золотистый цвет.
Но не надо, чтобы она чернила, а просто золотистая была. Ароматно, друзья, ароматно. Ой, как прекрасно. Ну, вроде бы все зарумянилось. Сейчас осторожненько будем картошку с казана убирать в миску. Осторожненько процеживая жир. Ну, не жир, а растительное масло. Так, это все убираем временно пока. Осторожненько, чтобы картошка не поранилась, не помялась, чтобы красиво было. Не просто вкусно, а блюдо, я считаю, тоже красивым тоже должно быть. Так. 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 И теперь, ну-ка покажи, как выглядит картошка. Вот так выглядит такая румяненькая картошечка. Откладываем туда на столик. И сюда добавляем сейчас наш казан мяса. Наше мясо по кусочку. Мясо в казане. И сейчас будем тоже обжаривать. Просто обжаривать до корочки. До золотистой корочки. Прямо в этом же масле. Вообще аромат, с ума сойдешь здесь. С ума сойдешь здесь от этого аромата, конечно. Вообще шикарно. Дверцу немножко прикрой пока, Катюша, чтобы это слишком уже. Ну, как и говорил, до румяной корочки тоже, как и картошечки. Постепенно наше мясо, куриное мясо тоже приобретает такой, тоже золотистый цвет. Постепенно это все. Пока мы не солим ничего. Соли пока не добавляем. Ну, красиво и ароматно, и красиво. Вообще вкусно. Мы взяли бедрышки. Сюда можно и крылышки, и голень, и, что вам душе угодно. Я думаю, и не только куриное мясо, тут сюда и можно и нормальное мясо поставить. Готовка в казане. Вкуснота. Друзья, готовка в казане, что может быть лучше и вкуснее? Не до жути охота самому это все мешать. Но в большинстве работает, конечно, Катерина. Но вот я изредка беру у нее шумовку и сам делаю. Аромат стоит вообще шикарный. И звук такой шипящего масла и готовящегося мяса. Вообще красота, душа поет. Продолжаем готовку, друзья. Не переключайтесь, как говорит один популярный ведущий. Будет еще интересно и вкусно. Вот приехала Мария Олеговна у нас сегодня в район ездила. Не успели мы обед приготовить к приезду. Район у нас 100 километров от нашей деревни. Не успели мы к обеду. Не успели к обеду-то. И что мы делаем? А мы делаем такую вкусняшку, очень вкусную. Да.
А я шайнишки привезла, торт к чаю. Шайнишки могла бы и сама напечь. Уже сегодня так. Но мы сегодня к обеду очень вкусное блюдо готовим. Да. Вот твоя там подопечная орет. Видишь? Умка, умка. Уже, А ты куда? Умка, все. ой, уже не дразни ее, а потом невозможно снимать, она же кричит. Ну что, мы дальше готовить, а ты домой, да? Я домой. Подопечку. Надо Ты обойти. сегодня Вот что это. там, консервированием будешь заниматься, да? Ну, наверное, да. Что, дела сделала, все нормально? Да? Все готово? Ну, давай, пока. Увидимся дома. Так, наше мясо готово. Ну, вернее, оно не полуготово. Зарумяненная шкурка такая, приятная корочка золотистая. И тоже убираем. Тоже убираем. Очень вкусно выглядит, друзья. Очень вкусно, ароматно. Все. Осторожненько, с маслом работаем. Кипящим маслом. Осторожненько надо все делать. Вот поэтому я и не стараюсь один готовить, потому что с кривыми руками это не просто невозможно, а это опасно делать. Это даже опасно делать. Так, вот такое мясо у нас в тарелочке, в мисочке. Сейчас мы лишнее масло уберем. Так, лишнее масло убираем. Осторожненько, она горячая, Катюша. Ну да. Оставь потом это. И здесь сейчас будем обжаривать лук. Прям высыпай лук. И обжаривай, мешай. Мешай давай. Молкой обжаривай. Тоже до золотистого цвета. Давай, давай. Вон там кусочек мяса было, убери его. Вон костяшка такая осталась. Лук тоже обжариваем. А, открой. Дверцу откроем, сейчас газку добавим. Не широко, просто слегка. Хватит, вот так. Сейчас будем обжаривать этот лук. Тоже до золотистого цвета. Постепенно мешая. В щерятку постепенно. Лук мы порезали кольцами. Лук дошел тоже сейчас. Тоже лук этот уберем. Мисочку нашу. Немножко некоторые дольки подгорели немножко. Думаю, ничего страшного не будет. Ну и теперь будем все складывать в обратном режиме. Сначала картошечку. Давай перемешай немножко шумовкой. Разровняй, перемешай. Так, соль. Соль добавь. Вот теперь можно немножко посолить картошку. Давай посоли. Прям руками так. Посильнее. О, вот. Еще. Все. Теперь перемешай. Перемешай. Теперь приправу добавим немножко. Сейчас немножко добавим приправы. Чуть-чуть. Сначала на руку. Ну, все, хватит. Приправу добавили чуть-чуть. Теперь перемешай это все дело. У нас казан на минимум, огонь на минимум. Все это должно теперь потомиться немножко у нас. Так, ладно. Все это перемешали. Теперь разровняй картошечку. Разровняй, все нормально. Теперь мясо сюда.
Разровняй нормально. И мясо. Вот. Тоже уже полуготовое мясо. Идет наш казан. Тоже разровняй аккуратненько. Вот. И теперь сюда помидоры пойдут. Помидоры дадут сок. Высыпай сразу помидоры. Вот. Видите как. Потом сладкий перец. Сладкий перец. Сладкий перец. Порезанные на соломочки такие разноцветные, это для красоты тоже разноцветные, а там в принципе нету такой желтый, красный. И сверху это все лук. Так, лук. Так. И немножко масла добавил, немножко чуть-чуть свежего масла, потому что старое мы убрали, почти чуть-чуть добавил. И теперь перемешаю это все. Перемешай. Прямо снизу перемешивай, вот так, давай. Осторожненько, чтобы картошка. Давай, перемешивай. Слегка, да. Вот. И посмотрите, какое чудо. Немножко посоли еще. Посоли немножко. Наверное, звук даже плохо у меня, как оно скворчит это все. Посоли немножко. А потом уже добавим. Все, хватит. Если что, потом можно добавить, то лучше не досолить, чем пересолить. Осторожненько перемешай. Соберу потом в центре. Закрываем крышечкой. И оставляем томиться на полчаса. Все, наше блюдо, так сказать, на финальной стадии. Поставили казан на минимум огонь. И пускай томится наше блюдо полчаса. Оно будет вкусным. Ну, практически там уже все на полуготовности. Мясо полуготовное, картошка полуготовная. А что там, овощи, да что да. Пока мы ждем этого, ну, как она будет томиться, мы сейчас порежем быстренько зелень со своего огорода. Если найдем там петрушечку, зеленый лук, если есть, может даже и нету уже. А, лук-то убрала уже мама. Посмотрим, что найдем, то и найдем. И в конце еще добавим чеснока. Катюша пошла за петрушкой. Петрушка еще на огороде есть. А лук-то я забыл. Лук-то убран уже. И лука нету зеленого. Совсем забыл я про это. Петрушечка есть. Петрушечку поставим. И в блюдо, и потом так. Так, режем петрушечку и будем добавлять еще в наше блюдо. Давим чеснок немножко и сейчас будем добавлять наш казан и петрушечку. Ребята, тут такой шикарный вид и аромат такой. Сейчас добавляем петрушечки сюда. И чесночку, буквально там небольшие штучки. Продавили мы их ножом. Перемешай теперь это все. У нас еще время не вышло, пускай томится дальше. Уже с добавленной зеленью петрушки и чесночка. Все, поставь. Закрывай еще раз.
И теперь уже точно будет до готовности до миксера. Вот такая прелесть. Снимем пробу на мякоть, мясо, на картошку. Немножечко поставлю и пробу снимем сейчас. Перемешай сначала, Катюша. Вот так выглядит. Суперски. Если честно, еще полчаса не прошло. Где-то, наверное, минут 5 надо еще добавить. Но мы сейчас одну шумовку я себе на тарелку, Катюша, вернее, мне поставит. Мясо кусочка маленького. Маленький кусочек мяса. Вот. И картошечку. Еще одну картошечку поставил. Я попробую просто. Ну, думаю, там уже готово все. Снимаем пробу, друзья. Картошечка вообще. Ой, сейчас мясо попробую. Кусочек. Как раз еще мясо минут 10 будет, и тоже очень нежное будет. Горячо. Вкусно, обалденный вкус. Вот это вкусно. Буквально даже 10 минут не надо, буквально 5 минут и мясо будет идеально готово. Сейчас она мягкая, но как бы по рецепту еще надо подержать. И будет идеально вкусно. Солью угадали, все нормально. На аромат прибежал даже барсик. Но меня боится, не знаю почему. Это только дома он ко мне подходит. Барсик. Ах ты, бандит. Знаешь, что Умка в заперти важничает, ходит, важничает. Не надо туда на табуретку. С грязным запахом туда. Красавчики. Все, друзья, время настало выкладывать нашу вкусняшку, наше блюдо на тарелку и занести домой. Давай, Катюша, сюда выкладывай. Вот такая красота у нас. Песня просто. Просто песня. Как все это. Лук превратился в соус. Шикарно смотрится. Потом сверху это все, вот остатки лука сверху все залей таким соусом. Ох, вообще будет. Ой, ребята, вкуснота. Вообще. Вид сумасшедший. А запах, аромат. Понюхайте. Вот понюхайте. Вкусно. Катюша смеется. Я говорю, понюхайте, она смеется. Вкусно, друзья, очень вкусно. Так, сейчас зеленью еще немножко. Вообще. Шикарно будет. Очень вкусно. Очень вкусно, очень вкусно. Вид шикарный. Мария Олеговна подошла. Какой вид шикарный. Ну как тебе наш обед? Нормальный? Королевский обед. Вообще. Попробуй. Вилочку возьми и попробуй сразу. Попробуй. Мясо, картошка, да? Мясо, картошка, сладкий перец, помидоры, лук. Все это очень нежное и Выглядит вкусное. аппетитно. Возьми. Выглядит очень аппетитно. Я так-то домой хотел занести, но потом это. Что на природе? Потому что это, ну, тепло на улице. Да, я говорю, пускай выйдет мама. Покушает, как раз дорога еще не обедала, наверное. Да. Я тоже попробовал.
Надо хотеть. Картошка очень... Да, попробуйте, а потом увидите. Это же за раз не съедим. Сейчас еще мама с папой гости. Маму с папой. Вкусно ведь? Мгм. Оцени. Солью угадали вроде как. Я попробовал. Соль. Мгм. Картошка вообще тает, нежная. Мясо тоже пропиталось всеми вот этими ароматами, ну, перца сладкого и приправы. Все вкусно. Удалось мне угодить тебе или нет? Мгм. Нам, вернее, с Катюшей. Мгм. А Вкусно. Катюша, ты Очень не будешь вкусно. пробовать сразу? Очень попозже? вкусно. Да? Угадали? Мгм. Спасибо, заслужил. Поцелуйчик. О, нифига себе. Вот это я сегодня заработал. Мгм. Очень вкусно. Катюша сейчас тоже будет кушать. Ну, тут у нас нету столик, ну, вернее, где сидеть. И вот стоя вот так едим, попробуем. Надо вот сюда беседку сделать, Маша, вот сюда. Да, Вот на этот участок надо беседку сделать нормально. продают ведь При случае. Да не, почему Хорошенькие. продает? Ну, сам сделай. хорошенькие беседки. Ну вот такое блюдо, друзья, получилось. Я же говорил, что будет очень вкусное, очень красивое, очень ароматное блюдо. Вот на ура. И тем самым я сегодня заработал уже поцелуй от Маши. Очень вкусно. Ну, реально вкусно, друзья. На казане с дымком. Все приготовилось очень нежно. Мясо нежное. Картошка вообще своя нежная. Она крахмалистая такая. Очень вкусно получается. Вот. Все. Буду заканчивать. По традиции всегда говорю. Смотрите наши видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И еще скажу, готовьте вместе с нами, готовьте лучше нас. Всем приятного аппетита и спасибо, что вы были с нами на этой вкусной готовке. Вот так. Всем пока, до новых видео на нашем канале.